В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Клиническая фармакология– особое направление в медицине, которое начинает внедряться в повседневную практику. В Якутске работает новый центр при Республиканской клинической больнице номер 3. У нас в студии сегодня Зоя Рудых, врач и клинический фармаколог Центра предиктивной медицины и биоинформатики. Зоя Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Что изучает клиническая фармакология, в чем выражается ее применение на практике? Клиническая фармакология – это раздел науки фармакологии, изучающий фармакологические процессы лекарственных препаратов в организме человека. В частности, мы очень часто сталкиваемся с таким проблематичным вопросом, как лекарственное взаимодействие лекарственных препаратов при большом количестве их назначения. Какие виды лекарственных взаимодействий чаще всего встречаются, как они проявляются и чем опасны для пациента? Все взаимодействия лекарственных препаратов можно разделить на несколько групп. Это рациональное взаимодействие лекарственных препаратов, когда подбираются лекарственные препараты, и терапевтический эффект при этом увеличивается, и неблагоприятные реакции уменьшаются. Этот прием очень часто используют врачи для лечения различных заболеваний. Также есть у нас в аптеках продают уже готовые лекарственные препараты в сочетании, в правильном сочетании лекарственных препаратов. Это для лечения таких сложных заболеваний, например, как гипертоническая болезнь. Пациент может одну таблеточку принять, в которой находится сразу 3 лекарственных препарата, и у которых минимальный риск развития неблагоприятных действий. Также это нерациональное сочетание лекарственных препаратов. Это когда лекарственные препараты взаимодействуют в таком порядке, что они друг друга подавляют, и лечение сводится буквально на нет. Также самые опасные – это токсические проявления лекарственных препаратов, которые могут усиливать неблагоприятные реакции и проявляться в различном виде, начиная от легких проявлений и кончая тяжелыми и вплоть до летальных исходов. Такие лекарственные композиции часто бывают при назначении очень большого количества лекарственных препаратов, которые вынуждены пациенты принимать из-за своих большого количества заболеваний. А у каких пациентов актуален вопрос назначения большого количества лекарств? Сейчас очень, как говорится, в медицине есть такой термин полипрагмазия. Это назначение большого количества лекарственных препаратов без показаний. Полипрагмазия. У нас в Российской Федерации считается полипрагмазией при назначении лекарственных препаратов от 5 и более. Конечно, это пациенты, у нас проводились исследования, и было выявлено, что при лечении у пациентов уже старше 18 лет полипрагмазия выявляется в 20%. Назначение лекарственных препаратов не по назначению. А с возрастом, учитывая то, что у пациентов наличие хронических заболеваний становится больше, и к возрасту старше 80 лет полипрагмазия выявляется уже в более 50%. Расскажите о работе нового центра при Республиканской клинической больнице номер 3. В нашем центре проводятся различные исследования фармакогенетические для подбора лекарственных препаратов пациентов с учетом их генетического генотипа. Также мы проводим консультации пациентов с различными вопросами, также по коррекции лекарственной терапии, учитывая также и полипрагмазию, и различные вопросы. Как в частном порядке, так и мы консультируем медицинские организации. А как происходит выявление этой полипрагмазии? Полипрагмазия – это такой процесс, скажем, индивидуальный каждому пациенту. Врач рассматривает все лекарственные препараты, которые пациент принимает. Причем здесь нужно учитывать не только те препараты, например, таблетированные, инъекционные. Пациенты очень часто забывают, например, пожилые, у них там есть заболевания костно-мышечной системы, они пользуются мазями различными, капли капают, и они не считают это за лекарство. Тем не менее, это тоже лекарственные формы,
которые через кожу впитываются в организм, поступают в общий кровоток и оказывают системное действие. И при взаимодействии с другими лекарствами тоже могут усиливать действие лекарственных препаратов и вызывать какие-то токсические эффекты. Поэтому пациентам, пожилым, рекомендуется все-таки записать все свои лекарственные средства, которые он принимает, и иметь это всегда при себе. Мгм. Ну вот, что можете сказать о приеме БАДов и лекарств одновременно? Считаются ли БАДы лекарственными препаратами? Да, ну сейчас очень как модно, современно, у нас все пациенты грамотные, все читают, смотрят и пользуются широко вот этими пищевыми активными добавками. Ну, это не лекарственные препараты, БАДы, это препараты, которым совсем другой подход. Это больше как нутрицистики подходит, да? К питанию больше подходит. Поэтому клинические, доклинические исследования этих препаратов не проводятся. Но, тем не менее, эти препараты имеют инструкции, где прописано показания и противопоказания. И данные препараты не должны приниматься вот так свободно, бесконтрольно. Все-таки нужно смотреть показания и противопоказания к данным препаратам. Так как это тоже активные вещества, и они тоже, если пациент болеет, принимает лекарственные препараты, тоже могут взаимодействовать с лекарственными препаратами. И, к сожалению, нет исследований, как они будут действовать на лекарственные препараты. Поэтому это нужно индивидуально подходить, тоже, как говорится, по показаниям назначать. А вот как лучше принимать БАДы? Можно ли принимать несколько видов БАДов? И вообще, к чему может привести такое бесконтрольное употребление лекарств? Бесконтрольное применение БАДов может привести к различным таким ситуациям, потому что они тоже различные и тоже имеют какие-то свои эффекты. Пациенты очень часто принимают такие препараты, например, с целью похудения, с целью, как сейчас принято, очищения. Ну, прежде чем такие препараты принимать, нужно посоветоваться все-таки со своим врачом. Если есть лишний вес, то, возможно, нужно сходить к эндокринологу, решить проблемы медикаментозными какими-то способами. А биологические добавки – это как добавки уже для восполнения витаминного баланса и различных других проблем. А вот как можно попасть на прием к клиническому фармакологу? Ну, к сожалению, у нас в больницах клинических фармакологов очень мало. Редко в каких больницах они есть. Вот в нашей больнице, республиканской клинической больнице, работают клинические фармакологи. И мы ведем прием пациентов. К нам можно обратиться как непосредственно подойти на прием с направлением от своего лечащего врача. Также, если у вас нет направления, можно подойти на платной основе на консультацию. Также лечащие врачи могут провести консультации в онлайн-режиме посредством медицинской телеконсультации. Очень часто возникает проблема, да, бесконтрольного употребления витаминов, например, каких-то. Да? Можно ли применять витамины в свободной дозировке или тоже следует обратиться к врачу перед приемом? Да, Пройти какие-то анализы, может быть, сдать? Витамины – это тоже активные такие вещества. Также есть витамины, которые относятся к лекарственным препаратам. И для восполнения недостающих витаминов, конечно, назначаются эти витамины, но для этого тоже проводятся анализы, исследования на количество этих витаминов в организме человека. И если есть гиповитаминоз, то да, конечно, назначаются эти витамины. А вот какие рекомендации вы можете дать пациентам, принимающим большое количество лекарств? Ну, в первую очередь, это, конечно, лечение, что проводилось по назначению, чтобы лечение назначал лечащий врач обязательно. Для этого требуется и пройти обследования определенные. Лечащий врач назначает лечение, контролирует это лечение, дает какие-то советы. Если пациент принимает большое количество лекарственных препаратов по показаниям, есть такие у нас пациенты, это пациенты старшего возраста, имеющие хронические заболевания. Если им требуется какое-то лечение курсовое, то лучше, конечно, этот вопрос обсудить с своим лечащим врачом и составить план лечения, чтобы это как-то разделить и не было такой большой нагрузки на организм. Ну, вот какие у лекарств могут быть особенности, которые нужно учитывать при лечении?
Особенности лекарств, конечно, когда врач назначает пациентам своим лекарственные препараты, он всегда взвешивает риск и пользу. Также учитывает обязательно индивидуальные особенности пациента. Это, конечно же, возраст, детский в основном возраст, это у нас подвержены, да, таким нежелательным реакциям лекарственных препаратов, и пожилой возраст. У детей еще несовершенные функции выделительных органов, а у пожилых уже снижаются эти функции. Также необходимо учитывать, значит, если есть беременность у женщины, есть такие лекарственные препараты, которые обладают тератогенным действием, то есть действуют на плод ребенка и могут вызвать какие-то врожденные аномалии. Женщины, кормящие грудью, также лекарственные препараты, грудное молоко проникает, и младенцы могут это лекарства, которые совершенно им не нужны и токсичные, употреблять с этим грудным молоком. Также сейчас нужно смотреть лекарственные препараты для пациентов, которые занимаются управлением транспорта, либо какими-то механическими работами занимаются, которые требуют внимания. И вот есть такие лекарственные препараты, которые нежелательно таким пациентам назначать. Мгм. А как часто бывает такое, что, например, сам врач дает, да, например, направление на управление лекарств пациенту, да, и возникают какие-то ошибки именно во врачебной деятельности? Как вы часто такое выявляете в своей работе? Ну, скорее всего, здесь, понимаете, врачебные ошибки, скорее всего, таких вот, это очень редкость такая, потому что сейчас у нас Министерство здравоохранения работает над тем, чтобы мы лечили пациента своих правильно. Разрабатываются клинические рекомендации. Вот на данный момент практически по всем заболеваниям есть такие клинические рекомендации. То есть они общие для всех, Да, получается, где да? там прямо вот все разложено, какие лекарственные препараты, когда, в каких ситуациях, в каких комбинациях должны применяться. И с 2024 года по постановлению правительства наше Министерство здравоохранения полностью перейдет на клинические рекомендации. Поэтому пациенты у нас, вот есть такие любители-пациенты, которые вот смотрят рекламу, читают интернет, потом приходят к врачу и говорят: вот мне, пожалуйста, доктор, назначьте вот такое лекарство. А у нас есть клинические рекомендации. Пока у нас еще пациенты вот не понимают вот этот вот шаг, но это очень важные, очень нужные клинические рекомендации. Они помогают как врачу ориентироваться в этом большом мире лекарственных препаратов, так и пациента, защищают от нежелательных лекарственных реакций. И проводится профилактическая работа по поводу необоснованного назначения лекарственных препаратов. Ну и в завершении нашего разговора, Зоя Александровна, скажите, пожалуйста, где можно ознакомиться с более полной информацией о работе вашего центра? Наш центр находится в Республиканской клинической больнице на Кирова, 34. Вся информация находится на официальном сайте нашей больницы. Также вы можете позвонить в колл-центр и узнать информацию о нашем центре. Также записаться можно предварительно на прием, тоже через колл-центр. Зоя Александровна, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в вашей работе. Спасибо, до свидания. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.